Сыновья Юрия и Людмилы Зиненко знакома многим мирнинцам как семья мастеров широкого спектра и как патриотов, которых полностью покорила природа Якутии. Уникальные предметы искусства, созданные этой семьей, украшали десятки выставок, а работы Юрия Владимировича выставлялись в Государственном музее «Эрмитаж». Сегодня Юрий и Людмила продолжают творить и осваивать новые направления декоративно-прикладного искусства. Юрий Владимирович в Якутию приехал в конце 1981 года. На тот момент юноша отслужил в армии и окончил индустриальный техникум. Я с Донецкой области. Есть такой город Часов Яр. Ну, это между Артемовском и Константиновкой. Сейчас он находится в серой зоне, скажем так. Наши соседи, ну, мои родители и еще одна семья, они жили через усадьбу там. Ну, у них брат приехал в Айхал. Это 60-е года, 64-й, где-то так. Ну, и приехал в отпуск и расхвалил, как там хорошо, что вы тут сидите, поехали туда. Молодежь. Наши соседи собираются и приехали в Айхал. В Айхале обжились тут чуть-чуть. А каждый отпуск, каждый год, ну, раз в 2 года, приезжали туда погостить, родителей навестить. Ну, а мои же родители возраста одинаковые, у них молодежь. Они смотрят, завидуют, ну, уже обзавелись. Там куры, там, ну, такое хозяйство. Уже ж не бросишь, и инерция уже. Ну, прошло время, и я уже с армии пришел. Ну, и как флаг на бане носит меня. Ну, а батя мой говорит, что ты тут болтаешься? Да езжай на север. Специальности у меня уже были. Ну, и тем более знакомые, чуть ли не родственники. Они же в войну в одну воронку прятались. Ну, я поехал. На мне баллоневая куртка, полусапожки такие, штаны одинарные. И тут я, значит, выхожу в дачке, в Полярном выхожу. Туман. Градусов 50, наверное, мороза. И я в автобусе еду, а в автобусе минусовая температура. То есть меня чуть ли не вот, как ледышку не выгружали. Выгрузили. Куда идти? Туман кругом. Ну, мне сказали, вон магазин. Быстрее. Светится пятно, видишь? Вижу. О, туда на пятно иди. Я туда прибегаю, в магазин. Я там к батарее быстрее, ноги замерзли, руки замерзли, вязаная шапочка, это ну, ни о чем. Ну, мне сказали, иди вот так вот вниз и смотри по номерам домов. Забегаю в подъезд обледенелый, ну, деревянные дома, попромерзали, санки висят, ну, обычный быт 81-го года. Вот так я приехал на север. Я в Якутии практически коренная. Родилась в Айхале в 1971 году. Мама с папой переехали со Ставропольского края. У папы был туберкулез, ему порекомендовали как раз проживание в Якутии на севере. Благо были знакомые, но в то время тогда многие так приезжали. Вот. И сначала папа приехал, а за ним следом мама уже с маленьким братом. Это где-то вот 64-й год. Вот. Ну, а я уже родилась в Айхале, дети у меня родились в Айхале, так что мы уже местные. Уезжать мы никуда не собираемся. Как-то у нас вся жизнь с севером, с Якутией связалась. Ну, у меня родина. Людмила Борисовна окончила Свердловское художественное училище по профессии художник-оформитель. По приезду в Айхал устроилась на работу в художественную мастерскую Айхальского горно-обогатительного комбината, где и познакомилась с будущим супругом Юрием Зиненко. Зарплата не очень большая была, но зато это же творческий коллектив. Это же очень интересно. И там же Юра работал. Юра был против, чтобы меня... Не хотел, чтобы меня брали на работу. Сказал, что она молодая, выйдет замуж, понарожает детей, будет все время сидеть на больничном. Ну, что, в принципе, так и получилось. В 1995 году в семье родились девочки-двойняшки – Анастасия и Дарья. Девочки росли в творческой семье. Профессия родителей напрямую связана с художеством, резьбой по дереву, бересте и кости. Людмила и Юрий начали принимать активное участие в выставках прикладного искусства, а также вложили огромный вклад в развитие поселка Айхал.
Определить одно главенствующее направление в творениях Юрия Владимировича невозможно. В свое время, в 1999 году, Юрий изготовил и установил деревянный купол с крестом для первого рождественского храма Айхала. А до этого, в 1987 году, портком Айхальского промышленного комплекса к 70-летию Октябрьской революции принял решение в кратчайшие сроки изготовить и установить стелу при въезде в поселок. Подготовить эскиз монумента поручили Юрию. В итоге мастер не только соорудил эскиз и макет заполярной достопримечательности, но и сам произвел кропотливые сварочные и бетонные работы. Стелла является излюбленным памятником жителей поселка. Креативный монумент хорошо известен далеко за пределами Мирнинского района. В 2005 году семья решает переехать в Мирный. Как раз такой у нас более помоложе и бурный период творческий. Хотелось каких-то высот, чего-то доказать, куда-то стремиться выше и выше. А там казалось вот как-то вот ограничено немножко все. И решили, что надо бы попробовать. Ну а куда? Денег не было. И решили, что мы переберемся чуть-чуть южнее, потому что как-то и компания городообразующая одна и та же, и, в общем, проблемы, и те же наши земляки-северяне, в общем, проблемы одни и те же. И решили, что мы как раз вот попробуем в Мирном. А Мирный, там, 600 километров разница, но климат потрясающий. То есть тут лето как лето, осень как осень. И нам так понравилось, и то, что на улице растут петрушка, морковка, кабачки. Это было прям вот просто, это юг. Для меня прям вот юг. И все, и как-то решено было, что мы останемся. Дети маленькие, 4 класс, в общем, как-то. И мы присмотрели, на тот момент продавались очень плохо, но тем не менее продавались дачи. Дача недостроенная, но она с высокими потолками, мы сами не маленькие. Муж посмотрел с детьми и сказал: Люся, замечательно, берем. Мы купили дачу, и мы ее отстроили. У нас там 2-этажный полноценный дом с отоплением, и мы прожили на даче 5 лет. Что плохо, это вода привозная, сколько привез, столько и растратил. Вот. Но, тем не менее, я бы никогда не смогла возиться с землей, с огородом, с дачей, если бы вот не само проживание прямо на месте. А так у нас появилось еще одно хобби – помидоры, огурцы, кабачки. Вот. И, в общем, лето у нас полноценный загородный дом. Еще одним большим увлечением Юрия Владимировича является резьба по мамонтовой кости. Изящные тонкие узоры – отличительная черта авторского стиля мастера. С этим кулончиком у меня девчонки экзамен сдавали. Сдали успешно и удачно. Это я делал Люсе. Такой женский предмет самообороны. Какие камни обычно используете в совмещении с костью? Я использую в работе с костью в совмещении только наш местный камень, только якутский. Это принципиально. Люблю работать с сердоликовой, с халцедоновой группой, скажем так, потому что вот, допустим, вот это ярко выраженный сердолик красный, а это уже агат ближе, оникс, агат. Вот этот камень можно обозвать сардер. То есть у них, они все сердолики вроде, но по оттенкам у них разное название. Вот этот линкурий называется. То есть он желто-оранжевый. Мамонтовая кость – это олицетворение Якутии. И если я сюда вставлю камень со Шри-Ланки, откуда-то или с Урала, ну это пошловато будет. А так, ну как-то престиж Якутии, марку Якутии нужно держать. Ну, неприлично. Это, понимаете, это все равно, что я художник, вот я занимаюсь, допустим, скульптурами, и я буду вырезать шаманов. Ну какое я моральное право имею вырезать шаманов, когда я с Украины, я хохол. То же самое я не имею морального права влезать в чужой этнос, в этнос якутского народа. У меня есть свой этнос, украинский. И потом есть международная культура. Там непаханное поле. А в чужой монастырь со своим уставом лезть нельзя.
Подаренный отцом кулон-оберег послужил одной из дочерей толчком к научному исследованию мамонтовой кости. Я училась тогда в региональном техническом колледже вот в городе Мирном. И мы писали, нам надо было придумать тему для научно-исследовательской работы. Я все хотела что-то изучать, а что изучать мы не знали. И мы сначала мы там к воде, к каким-то минералам, там что-то. Но мы хотели, чтобы это было актуально, что это была какая-то наболевшая проблема, для чего мы будем это все изучать. А потом папа предложил, вот он мне подарил где-то за год до этого вот этот кулон. И потом папа предложил, ты изучай мамонтовую кость. Ну, то есть есть как сырья косторез у нас по республике. Там у них есть там лось, олень, рога, да, и мамонт. И мы начали изучать мамонтовую кость, и потом уже у нас так планомерно все это начало вытекать, что мы начали изучать ее на состав, химический состав. Мы выявили там причины разрушения, как ее обрабатывают. Как бы там был большой такой процесс, было более 8 анализов при участии нашей компании, которые они нам предоставляли лаборатории. И я выступала на республиканском уровне, на всероссийском уровне и на международном уровне. У нас была публикация уже вот в журнале. А потом, через какое-то время, после защиты работы, либо это какая-то случайность, такая приятное такое совпадение, вроде как запретили вывоз мамонтовой кости как сырья за пределы республики. И я очень довольна, потому что на самом деле это такое полезное ископаемое, которое невозобновляемое. И стоило бы уделить особое внимание для сохранности этого материала, потому что процесс разрушения, он зачастую необратим. То есть там есть химические элементы, которые выходят друг из друга, и они образуют трещины. Трещины как вымываются, да, там, то есть это не обязательно с помощью воды, это может быть какой-то химический процесс, там, окисление через кислород, там, другие газы, после чего разрушается кость, и ее восстановить невозможно. А это такой уникальный полезный ископаемый, который мы его не сможем возобновить. И, у меня была цель именно донести до людей, что мы должны что-то передать нашим детям, потому что да, там мы и так уже много чего потеряли, животных. Сегодня Анастасия работает в бьюти-сфере, занимается ногтевым бизнесом. Дочь Дарья работает в сфере компьютерных технологий и программирования. Обе девушки состоят в музыкальном ансамбле «Ноктюрн». Пение и музыка – это еще одно из множественных увлечений семьи Зиненко. Как не воюй, годы, увы, сильнее. Как ни крути, время свое возьмет. Заняли порта, и нет парусов в море. И никогда полный не дать вперед. За все любовь сюда войдет за пятачок, чтоб пушку затолкать и бычок, и в трюме посетить кафе и винный зал. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если нет жены. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Никто любовь сюда войдет за пятачок, что пушку затолкать и бычок, и в трюме посетить кафе и винный зал. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если нет жены. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал.
Познакомившись с семьей Зиненко, складывается ощущение, что нет такого направления в искусстве, которым бы они не владели. К примеру, Людмила Борисовна – художник, скульптор и ремесленник. Создает уникальные предметы декора, владеет ремеслом витраж в технике Тиффани, а также создает картины и посуду в технике фьюзинг. Абсолютно безопасно, она как чайник. Ну вот у нас тут красота. Прилипла. Ты чуешь, какая у нас? Арт-объект. Подожди, это к этой Как раз так. Ага, к лампочке. лампочке прилип. Вот тут. Посудный такой На, вариант. подержи. Теплая еще. Да, тепленькая. Вот такие получаются. Под эти. Да не, вынай, все, им там делать нечего. Мне горячевато? Вы, наверное, Вот привыкли, это да? попало. Ну, да. Ну, это Красивые. арт-объект. Ну, какие-то Так, а там у тебя есть... И сколько часов они так томились? В принципе, получается запекание где-то часа 4, а вот остывание, оно медленное очень идет, потому что запекаются они в среднем температурах где-то от 720 до 810, вот, а остывание идет порядка 17 часов. Так что где-то я так беру, что это сутки. Расскажите нам о работе со стеклом. Это фьюзинг. Это когда стекло при высокой температуре спекается друг с другом. Это я режу стекло цветное. Я его выписываю в Новосибирске в интернет-магазине. Делают его преимущественно за границей. Это Америка, Китай. Есть китайские стекла, итальянские стекла. И это принцип аппликации. То есть я вырезаю, допустим, круг, потом с разных стекол вырезаю детальки. Потом можно сделать крошечку крошечкой, засыпать все это. Ну, это они такие вот мелкие крошечки. Вот они всякие разные стоят. И в печку. Оно запекается в блин. Сначала это блинчик. А потом мне вот такие вот разные формы. Выписывала из Германии, шли они долго. Их обрабатываю специальным материалом. Выкладываю на форму, задаю другой температурный режим. И уже этот блинчик принимает мне нужную форму. Ну вот это вот уже более сложное, да? Я смотрю, там это как называется уже? Мозаика? Это называется витражи Тиффани. Это когда делаю рисунок, предполагаю, какие стекла у меня пойдут, какие по цвету, где какие тона будут располагаться. Потом режу детали. Каждую деталь притираю к другой. Потом она заворачивается вот в такую фольгу медную. Называется фолия. Она липкая. Каждая деталечка в отдельности заворачивается вот по такому принципу. Вот так. И я на столе выкладываю вот такой вот рисунок. Расстояние между детальками миллиметр завернутыми. А потом все очень просто. Чтобы детальки не разъехались, я их скрепляю либо скотчиком, либо эти ценники покупаю, рулончик на ценнике. А потом вон паяльник и припой. И все это спаивается при помощи паяльника. То есть это вот оловянно-свинцовый припой. И это такая двусторонняя вещь. Мне очень нравится, я в полном восторге, конечно, но это удовольствие дорогое, заказов мало, практически нету. И, естественно, что еще с вот этими вот витражами, есть прозрачные стекла, вот белые, светлые такие вот, шампань называется, их название красивое. А есть глуховатые. И это уже на светильнике. Это вот, допустим, фальш-окно. Если длинный коридор и не хватает света недостаточно, то можно прямо преобразить в замок. Это очень красиво, очень оригинально смотрится и всегда создает ощущение сказки и уюта. Просто вот вписывается в совершенно любой интерьер. Вдохновляется и восполняются мастера просторами и красотой природы Якутии. В летнее время года семья много времени проводит на природе. Особенное внимание уделяют рыбалке. У нас такой секрет, что мы, в общем, как-то смотрим в одну сторону, не друг на друга, а в одну сторону. И у нас оказалось, что вот, поскольку я северная, Юра в свое время охотничал, мы так увлеклись в Мирном рыбалкой. Освоили спиннинги, приманки различные. Потом стало как-то маловато, что ходим пешочком до берега, вдоль берега и ловим. Мы уже прикупили катамаран и
лето у нас полноценная туристическая такая часть. То есть мы обязательно машина, катамаран, добираемся до места, снаряжение, мы экипированы полностью, то есть у нас спальники, палатки, мангалы, все, что нужно, у нас все есть. И выезжаем довольно далеко, вот, и рыбачим с удовольствием. Естественно, попутно пытаемся снимать, которые снимки некоторые очень потом в работе пригождаются, потому что материал шикарный, и, насколько я понимаю, не всегда фотографии передают и просторы, и красоту, и вот какое-то вот ощущение такое. Поэтому я частенько применяю в своих работах фотографии, с них пишу. Папа ни под каким предлогом не согласится переехать отсюда. Он очень любит местные просторы, то есть каждое Он любит лето... очень рыбалку, они всегда каждое лето ездят на рыбалку, все время ездят. Каждый вечер желательно выехать куда-то на природу, отдохнуть, посидеть, посмотреть на поплавок, как он прыгает. Ну, интересно. Ну, без местной природы, да, то есть они себя не представляют. Папа даже так не любит, как, например, вот все стремятся выехать в отпуск куда-то там за границу, еще что-то. У нас папа такой противник, будем это так называть. Я даже категорически против того, что люди отпуск проводят на материке. Сейчас категорически против. Ну, сударыня, посудите сами. Едут люди посмотреть Венецию, там, Испанию, Италию. Родинки. А ты у нас на Чернышевском море был. Ты у наших красот якутских не видел. Ты поночуй в тайге, в палатке. Поночуй в зимовье. На лодке проплывись по Батобе и по Вилюй. Да иностранцы готовы колоссальные деньги платить, чтобы к нам сюда приехать посмотреть, а мы туда едем смотреть, где Европа вся пронумерована и так, и эдак пронумерована. Все знают. Как Высоцкий говорил, да Эльбрус из самолета видно здорово, да? То есть вы можете сказать так от чистого сердца полноправно, что Якутия ваш адрес, да? Да, это мой адрес. Юрий и Людмила продолжают привносить в развитие культуры и искусства района неоценимый вклад. В рамках выставки в честь 56-летия Мирнинского района некоторые работы их семьи можно увидеть в картинной галерее города Мирного. У меня было первое впечатление, которое, вы сами знаете, оно очень влияет на будущее общение с мастерами. И тогда я увидела в них большое трудолюбие, интерес к творчеству, и самое главное, наверное, заметила большую любовь к Якутии. Меня очень сильно обрадовали пару лет назад, когда сообщили, что работы взяли Государственный музей изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства «Эрмитаж». Ведь не каждый мастер достигает такого уровня, не каждую работу берут в такой именитый музей. Для меня Юрий и Людмила — счастливая семья. Они ведь вместе создавали, научились понимать друг друга, у них теплые отношения, гармония, можно перечислять бесконечно. Для них не существует каких-то границ, у них нету правил. Они делают свое дело с большой любовью от всей души. И на этом, наверное, секрет мастерства заканчивается. Планы и стремление воплотить прекрасное в прикладном искусстве у мастеров не уменьшается. Сейчас семья работает над тем, чтобы открыть сайт, канал и страницу в соцсетях, чтобы делиться своей любовью к Якутии и чтобы соприкоснуться с их творчеством смогло как можно больше людей.